Сегодня мы нашли кладбище в Наа. Это Ачимчирский район вдоль реки Кадори. Кадор сегодня прям бурный, прям страшный просто. Ехали вдоль него, он где-то выходит из берегов, и прям чуть-чуть боязно, что он выйдет дальше, но все-таки доехали, нашли это кладбище. Вот такое вот кладбище. Оно, конечно, сильно запущенное. Здесь вот могилки заросшие все, но относительно все целое. Прям целые ограды, целые памятники. Конечно, живность здесь трудится, не покладая лап. Но в общем, все нормально. Памятники стоят, по всей видимости, местные не дают здесь грабить кладбище. И вот, как сказали нам люди, здесь некоторых перезахоронили людей, но основное кладбище вот в таком вот состоянии. Везде куча деревьев, но что меня удивило, лично меня, здесь алюминиевые крыши и алюминиевые ограды, их не тронули. Они не поломаны, не сняты, как бы. И все в таком состоянии, что можно восстановить относительно. Вот видна могила, стоит дерево, ольха, стоит инжир, запущенное, но его можно почистить вообще без проблем. Конечно, калитка заржавела. Но вот так вот все. Там выше тоже идет кладбище, но я прочистил вот здесь вот тропинку, чтобы можно было сделать видео, обзор. Вот оградка тоже. Ну, видно, что здесь падают деревья, они как бы ломают под собой все, что находят. Но относительно это кладбище можно привести в порядок. Как бы я встречал кладбище, которое намного запущеннее, чем кладбище в Наа. Еще мы здесь встретили такое чудо света. Я к нему в течение ролика приду. Кладбище как бы запущенный, но вот памятник, и он стоял. Это уже от дерева. Дерево, видимо, качалось и наклонило корнями тумбу. Ну, в общем, в случае чего здесь можно будет сделать поиск. Вот такие вот могилки. Запущенные, конечно, но при желании это все можно будет почистить. Вот такое вот чудо света сегодня мы нашли. Вот такой вот огромный платан. Просто неописуемо огромный. Мы его втроем не смогли обнять. Не дотянулись чуть-чуть. Он реально большой. Здесь такое вот поле. А кладбище получается, если я буду смотреть, стану спиной к дереву, к платану, от меня будет слева кладбище, а справа будет Кадор. Вот сейчас его, наверное, будет слышно. Вот в таком вот состоянии кладбище. Как бы
Все уже рушится от времени, но относительно здесь любую могилу можно привести в порядок. Вот в таком состоянии. Здесь пальма большая. И стоит две огромные акации вот такого вот размера. Аж как бы ограда в хорошем состоянии. Даже три акации. Вот одна акация уже поломала чуть оградку вот здесь. Но ее можно будет восстановить при желании. Вот такое вот состояние. Дикий лес. За 27 лет стал просто диким лесом. Ну, как бы понятно, здесь никто не живет. Полностью пустое село. Вообще ни одного человека нету живого. И дорога сохраняется только благодаря охотникам. Охотники приезжают, сохраняют дорогу. Но она тяжелая, конечно. Сюда только на полном приводе и на высоких машинах приезжать. Если вообще ехать. Опять же, вот такое вот состояние. Деревья падают. Вот оградки. Вот оградка здесь была, по всей видимости, но здесь кто-то чистил, потому что деревья надпиленные. Вот оградки, деревья попадали, все погнуло, но относительно, опять же, даже эту ограду можно восстановить, поставить кресты на место, все будет нормально. По этому кладбищу ходит скот. Ходят буйволы, коровы, и они делают вот эти тропинки, по которым я, в общем, сейчас и топаю. Ну, в общем, можно здесь будет найти при желании могилу. Пишите, звоните, постараемся найти. Только давайте как можно точнее описание. Можно даже использовать деревья, если вы их сажали и вы знаете, что они там точно стоят. Пальмы, деревья, могилы с крышами. Хорошие ориентиры при поисках. Вот я выхожу уже на дорогу с кладбища. Покажу еще одну сторону, верхнюю. Там тоже есть могилки, чтоб уже было видно. Как говорят местные, здесь раньше ходил автобус сюда. Но сейчас дорога вот в таком состоянии. Только на тяжеловесных, высоких, полных приводах сюда можно доехать. Вот могилка. Упало большое дерево. Поломало вот это все. Вот в таком состоянии сейчас. Жутковато, конечно, но при желании ее тоже можно либо восстановить, либо перезахоронить. Вот так вот все выглядит. Здесь внутри деревьев. Деревья есть, но недалеко. Ну, в общем, вот так. Относительно ходить здесь можно.